Здравствуйте! В эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. Начнем с происшествий в нашем регионе. Следственный комитет Якутии возбудил уголовное дело в отношении экс-директора Саханефтегазсбыта Игоря Никитина. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере. Прокуратура республики совместно с МВД и управлением ФСБ провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции. По данным следствия, Никитин и руководители компании «Нордспиртстрой-1» по предварительному сговору искусственно завысили стоимость строительства нескольких автозаправочных станций в республике. Установлено, что в 2018 году между акционерным обществом «Саханефтегазсбыт» и обществом с ограниченной ответственностью «СИС» по ранее заключенному договору займа в размере свыше 29 миллионов рублей заключено соглашение об отступном, в качестве которого нефтегазовой компании передано имущество, оцененное более чем 30 миллионов рублей, при его фактической стоимости около 12 миллионов рублей. При этом, согласно данным проверки, соглашение об отступном заниженной стоимостью имущества на сумму порядка 18 миллионов рублей заключено в условиях заинтересованности генерального директора акционерного общества «Саханефтегазсбыт» при пособничестве генерального директора ООО «Нордспиртстрой-1». Кроме того, согласно материалам проверки, путем предоставления в бухгалтерию акционерного общества «Саханефтегазсбыт» генеральным директором данного общества в составе группы лиц по предварительному сговору с генеральным директором ООО «Нордспиртстрой-1» заведомо подложных документов о выполнении работ по строительству автозаправочных станций в двух населенных пунктах республики совершено хищение денежных средств общества в особо крупном размере на общую сумму более 59 миллионов рублей. Следователи завершили расследование разбойного нападения на научный институт в Якутске. Двое местных жителей обвиняются в разбое, совершенном организованной группой. Напомню, что в октябре прошлого года около 7:30 утра на пульт дежурной части городского управления полиции поступило сообщение о том, что двое неизвестных ворвались в административное здание научного института, чтобы украсть из банкомата, установленного в фойе. Разбойное нападение, имевшее широкий общественный резонанс, было раскрыто сотрудниками уголовного розыска в кратчайшие сроки. Ранее судимые 37 и 38-летние мужчины задержаны и водворены в следственный изолятор. Предварительным следствием установлено, что обвиняемые применили перцовый газ в отношении двух женщин, работниц института. Один из них удерживал женщин, чтобы те не смогли оказать сопротивление и вызвать помощь, а второй пытался взломать банкомат. Когда попытки взлома ударами молотка не увенчались успехом, обвиняемые пытались взорвать его с помощью газового баллона. Сейчас дело направлено в суд. В Сунтарском районе госинспектор охраны природы обвиняется в незаконной добыче соболя на особо охраняемой территории. Согласно материалам проверки прокуратуры, государственный инспектор, обязанный следить за соблюдением закона, сам нарушил закон об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов. Без получения разрешения на добычу соболя добыл на территории особо охраняемой природной территории более 20 особей ценного пушного зверя. Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом Г части 1 статьи 258 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная охота», если это деяние совершено на особо охраняемой природной территории. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия. Ход его расследования находится на контроле прокуратуры Сунтарского района. По результатам служебной проверки государственный инспектор охраны природы Республики Саха-Якутия уволен с занимаемой должности в связи с утратой доверия. Перейдем к происшествиям в мире. Двое детей из России погибли при столкновении катеров у острова Пхукет в Таиланде. 6-летняя девочка и 12-летний мальчик погибли в результате столкновения скоростных катеров у восточного побережья острова Пхукет. Более 20 пассажиров были госпитализированы. Инцидент произошел около 8 часов утра по местному времени. По словам заведующего консульским отделом посольства в Таиланде Владимира Пронина, на одном из катеров перевозилось 39 туристов из России, на другом были только граждане Таиланда. Более 20 россиян получили травмы различной степени тяжести, сообщил он. Пострадавшие были немедленно доставлены в ближайшие больницы этого района. Следственный комитет России проводит проверку по факту произошедшего. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до встречи в эфире.